Мы находимся в штабе татар. Нас тут гостеприимно, как всегда, сегодня встретили, приняли. И сегодня такой день. Вот со мной приехали мои друзья, с которыми мы буквально 2 дня назад приехали с ДНР. Мы были там 3 дня. Значит, посетили город Донецк, город Мариуполь. Встречались, значит, с военными, ополченцами, которые штурмовали город, значит, Мариуполь. Вот такая встреча. Ну и сегодня у нас родилась идея как-то объединиться с автором этой книги. Он, может быть, несколько слов скажет о своем движении, которое у них имеется, да. Я думаю, что вот это объединение, оно будет крайне нам полезно, и мы вместе можем, как говорится, поддерживать ДНР, ЛНР в их, как говорится, обороне, то, что сегодня они испытывают. А там ситуация непростая, можно сказать. Алексей, скажи несколько слов. Владимир Сергеевич, мы представляем движение «Русский Союз». Движение достаточно молодое, хотя в нем люди достаточно немолодые. Объединяет активных, неравнодушных русских людей, и не только русских, в деле защиты нашего общего отечества сегодня. Перед лицом западной угрозы, перед лицом угрозы разрушительных течений и тенденций, которые просачиваются к нам с запада. И, собственно говоря, ставим своей задачей объединить не только русское движение и татарское, а вообще все организации, которые разделяют наши общие взгляды и ценности в деле защиты как традиционных православных и мусульманских ценностей и устоев, так и в деле вообще объединения всех, для кого наша общая родина — это не пустой звук, скажем так. У нас, значит, в Национальном конгрессе татар мы ведем патриотическую пропаганду. Мы сняли 10 роликов обращений к молодежи, чтобы молодежь у нас не смотрели разные непонятные сайты, да, что все-таки мы верим и полностью поддерживаем и разделяем всегда политику нашего государства. Значит, у нас здесь был вечер памяти на той неделе. Мы поименно перечислили всех вот, значит, из Татарстана и Башкирии ребят, которые, к сожалению, погибли там. Мы их поименно перечислили и Дугаем прочитали. Да? Значит, мы вчера вот здесь ждали, и концертная программа, которая была в Луганске, поставлена артистами Татарстана, к сожалению, вот мы по времени не смогли их, значит, встретить и провести. Вот следующая группа артистов сейчас едет из Татарстана в Луганск с концертом. Они все будут у нас, и мы все их будем провожать и встречать. У нас был мусульманский форум, где мы очень хорошо подружились и познакомились с татарской общественностью Луганска и Донецка, с мусульманской общественностью Луганска и Донецка. И вот с сентября мы хотим сделать такой обмен молодежи. Значит, приехали, чтобы они в Москву к нам. Вот. И поэтому, значит, мы политику вот эту вот, значит, нашего государства, мы ее очень так четко, чтобы все уже сейчас определились, и мы ее проводим здесь. Особенно она важна в работе, наверное, по идеологическому воспитанию молодежи. Результатом нашей поездки вот в ДНР была передача, значит, гуманитарной помощи, так называемой гуманитарной помощи. Вот компания Медтехно.ру, вот наша компания, которую я, по сути дела, возглавляю, передала более миллиона, на сумму более 1 000 000 рублей медикаментов. Там. Все эти медикаменты были востребованы, мы согласовывали, значит, по связи, по телефону. То есть все эти медикаменты пошли больным, раненым, которые, значит, воюют на стороне ДНР. Плюс, значит, вот наша команда, в которой мы были, взяли обязательства, там порядка 6 раненых, которых, значит, кто-то без ног остался, кто-то без рук. Я лично с 2, значит, этими ранеными переговорил и взял обязательство на себя, что я им помогу с протезами. Я уже связался, значит, с центрами, которые делают протезы. Мы, в общем, и материальную составляющую возьмем, и все эти медицинские, значит, траты, которые будут идти, мы возьмем все это на себя.
То есть мы их обеспечим протезами. Ну, ребята остались без ног, кто-то без рук, там, по-моему, 5 человек, по-моему, без ног было, да, и 1 без руки. Мы на себя вот вместе взяли. Это совместно, кстати говоря, заявление было мною сделано от штаба татар Москвы и от Русского Союза. Так же было, да? Да. Кстати говоря, это везде, по-моему, уже есть. Так что вот такую мы миссию Ну и совершили. помимо Да. прочего, мы им передали еще гемостатики, достаточно Гемостатики передали. важные лекарства. Порядка которые- 10 наименований, нуждающие, вот то, что им нуждается, гипсовые повязки, там тампоны, какие-то, значит, различные для капельниц, там все это прочее, все это мы передали, и они уже пользуются, они ждали этого. Вот это было очень важно, когда они мне сказали, что этого у нас не хватает. Вот. Так что так. И вот у нас уже прошло 5 встреч. 5 встреч мы приглашаем бизнесменов, и мы эти встречи направлены на, значит, вот мы же сейчас встретились с санкциями, и чтобы как-то с этими санкциями как-то нейтрализовывать, и где-то у нас, конечно, сейчас появились очень много возможностей, где-то у нас освободился рынок, да, и поэтому вот в противовес этим санкциям мы провели вот эти встречи, и сегодня у нас также будет встреча, направлена вот на это направление. У нас 4 канала YouTube, нас каждый день с утра смотрит 80 тысяч. 80 тысяч. Для татарского мира это много. Мы поддерживаем политику нашего государства, мы поддерживаем нашего президента. Да, вот, значит, мы сейчас сняли 10 роликов на тему патриотизма. Вот, на тему патриотизма сняли 10 роликов. И у нас был уникальный проект. Мы сняли 5 лет назад ветеранов, которые участие принимали во время Великой Отечественной войны. 50 человек. Вот их сейчас уже 30 нет в живых. Но зато вот эта живая правда, которая с войны, значит, у нас она есть. Потому что сейчас вот эту Отечественную войну, о которой вот говорили, ее хотят сейчас исказить, да? Значит, уменьшить наш героизм. Поэтому, значит, вот эти вот сняли ролики, и вот они у нас есть. Поэтому вот для молодежи, они с удовольствием смотрят, много просмотров.